В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. И гость нашей студии сегодня Александр Курбатов, участник СВО, ефрейтор, старший оператор взвода радиопомех полка Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, когда и почему вы отправились служить в зону специальной военной операции? Ну, контракт я подписал и пошел на службу чуть более года назад. Изначально несколько месяцев я выполнял специальные задачи на территории Российской Федерации. А уже перед тем Новым годом уже был направлен в полк. И нес свою службу там, за ленточкой, как у нас говорят. Так как я в свое время очень давно уже прошел срочную службу, по контракту служил, был одним из первых контрактников Приволжско-Уральского военного округа, это было еще в 90-х годах, опыт военной службы имел. К этому решению, тоже пришел не с бухты-барахты. Также оно родилось, потому что я почувствовал, что когда уже надо то, что мои навыки там важнее и нужнее, и там я принесу в данный момент больше пользы своей стране, нежели на гражданке, я решил служить дальше. Мы до эфира общались, и помните, я называла взвод радиопомех. Что-то можно, безусловно, говорить, что-то нет. Но чтобы зрителям было хоть как-то понятно, можете что-то из этого расшифровать, ваши боевые задачи? Наше подразделение в составе полка Башкортостан, оно занимается сложными задачами, так по-простому сказать, стараемся закрыть небо. То есть это борьба с вражескими беспилотниками, различными методами и средствами. И электронными, и не только электронными. И это сейчас очень важная задача, потому что в век технологий, это то, что все, даже 2 года назад еще такого, даже год назад не такая интенсивность была применения БПЛА, то сейчас это очень актуальная и очень важная задача. И мы стараемся ее выполнять. И, соответственно, приносим пользу и приближаем победу. А как вы пришли к этой должности? Может быть, у вас какой-то опыт был на гражданке? Вы где-то работали в этой сфере уже? Нет, как раз с электроникой я никогда особо не был связан. Но так как у нас, кто-то, например, владеет аппаратурой, кто-то может просто умеет нажимать кнопки, умеет все что-то настраивать, а кто-то просто должен быть прикрытием группы, например, который выполняет задачи. То есть у всех функции, каждый выполняет, каждый боец в своей группе выполняет четко свои функции. Также дублируя друг друга, когда необходимо. То есть все это у нас отрабатывается. И отработано уже, мы уже не то что с полуслова, с полувзглядом, это уже можем даже посмотрел друг на друга и на ментальном уровне уже поняли, что дальше делать. То есть до такого должно быть слаживание. А до специальной военной операции где работали, чем занимались? Гражданских специальностей много имею. И, так скажем, и технических, и не только технических, и гуманитарных. То есть я и работал и научным сотрудником музея, и даже имею опыт преподавания подрастающему поколению, лекции читал. То есть от кузнеца, слесаря, швеи, портного, то есть и ремонта квартир, то есть владею многим. Но по образованию, насколько знаю, вы историк. Я по призванию историк, Даже. так скажем, да, потому что это я сам все осваивал, и это именно прикладная военная история России 20 века, то есть информацию, которую, так скажем, я собирал, я и владею, и все, что эти все навыки, со мной очень часто консультировались писатели, кто издавал книги, театры, кто кино снимали, тоже консультантом, костюмером, реквизитором выступал, то есть так, чтобы все это было, правильно выглядело все это. И поэтому, крайняя моя работа, где я до сих пор числюсь, вернусь, не вернусь туда, я не знаю, потому что я хочу, вернувшись на гражданку, связать
деятельность как бы с воспитанием молодежи, потому что это очень необходимо, как бы у меня есть опыт. Нельзя допустить, чтобы развитие нашего общества, это с молодежи начиная, шло по пути Европы и всего остального мира. Юлия, Александр учил историю, преподавал историю, а сейчас участвует в истории. Сейчас история пишется, и вы в ней принимаете непосредственно прямое участие. Может быть, у вас есть уже мысли, чтобы написать книгу? Нет, насчет книги пока мыслей нет. Тут, потому что, ну, вот это по войнам 20 века я это и анализы проводил, и все это изучал. То есть то, что вот именно вот это, то, что сейчас происходит, это несколько, даже, ну не несколько, это абсолютно другое, нежели там даже последние конфликты, так вот, как вот Афганистан, Кавказские конфликты, Чечня, Дагестан, все это вот абсолютно боевые действия другого уровня. То есть очень настолько все сложно, то что вот кто будет писать эту историю, все это изучать, это будет новая веха в военной истории, которая вот просто буквально 5 лет назад об этом мы не могли бы и подумать, что вот именно все изменится настолько в техническом, в моральном, в политическом плане. В информационном в том числе. Да, это тоже как бы, потому что это уже война технологий, война информации, и вот это тоже накладывает свой отпечаток. И война смыслов. Да. Скажите, у вас позывной историк или какой-то другой? Нет, у меня позывной левша. Почему? Вот, я его сам взял, ну потому что я с рождения левша. Я только пишу правой рукой, остальное все даже рисую, черчу, все это у меня ведущая рука левая. Ну и так как я еще являюсь оружейником, по одной из специальностей, как бы, ну, вы помните, что у Лескова левша был оружейником. Вот. То есть и вот на это ношу такой позывной, я его сам себе взял. Вам нужно обязательно сходить на уроки мужества, рассказать детям про Донбасс, рассказать, что там происходит. Обязательно уйти в историю о госперевороте, о Майдане. Детям будет очень интересно посмотреть на вас. У меня богатый опыт общения с молодежью, с различными и преподавание лекций, мастер-классов различным аудиториям. Поэтому, Главное, чтобы было время. ну вот сейчас отпуск, конечно, краткосрочный, но потом, когда вернусь, вот буду этим плотно заниматься. А как дела обстоят у нас с гуманитаркой? Все-таки все гуманитарные конвои доходят, например, что-то, может, распределяется. До вас как лично доходит? Но вообще, да, доходит. Ну, мы не постоянно находимся, например, на своей стационарной, вот, так скажем, позиции, потому что мы вот выполняем задачи, ну, как бы в других районах. То есть ты периодически находишься у себя, периодически в различных других местах. И то есть, вот, например, вот эти также было сказано, вот маск-сети очень необходимые, разные, там и летние, и осенние, и зимние. Вот даже вплоть до того, что питьевая вода из Башкирии вот приходит. Очень приятно видеть, когда вот, по-моему, Красноусольск или что-то, ну вот наше, вот что-то, вот эти вот письма солдатам тоже очень душу греет. Вот, насколько я знаю, мед башкирский различных видов, он присутствует как бы везде. То есть с этим проблем нету. И вот даже вот теплые вещи или что-то такое, ну, вот постоянно вот как это, мы просто не видим, как оно приезжает, как нас, вот, но оно есть, да, вот что могу сказать. А запомнилось какое-нибудь письмо особенно? Да, был, ну вот я сейчас конкретно не припомню, я его очень долго хранил, было оно прям вот до кома в горле. Вот. А кто писал? Мальчишка писал, да, так, ну там даже с ошибками было, не помню возраст, но просто когда вот, ну, по медицине я отсутствовал какое-то время в подразделении, ну там ночью оно пропало, вот так, а я это были очень такие просто, я ну, вот, хранил. Ну. Сейчас эти письма дома. Нет, у меня это и в блиндаже, и там я вот так же, вот, как и на гвоздике над собой, там с рисунками все вот это цепляем, то есть, ну вот, так вот, что-то свернуто, что-то где рисунки, например. Домашняя атмосфера. Глазами. Ну да, так вот душу греет все-таки. Шеврон у вас очень классный, смотрю, группировка отважная. Просто я принимал участие тоже, я считаюсь отважным. Группировка «Центр». Да, группировка «Центр». Сейчас изменилось у нас, ну, мы тоже не всей информацией владеем, конечно. Может быть, мы носим мы там ничего не носим, так скажем. Ну, Шевронов вот, нет. Есть вот, например, Спаса вот этого, да, я ношу всегда, например, если я иду на БЗ, я его надуть на бронежилет. БЗ, боевая задача. Боевая задача, да, то есть выполнение боевой задачи, то есть там это все икона. А так, чтобы ну, естественно, вот этот ярк только в отпуск мы себе это можем позволить.
позволить, и различные шевроны носят, но только там, где это можно. И в заключении, все-таки хотим, чтобы вы обязательно вернулись живые и здоровые, с победой. Но что бы вы хотели передать нашим труженикам тыла, которые здесь куют в тылу победу? Надежный тыл – это уже половина победы. Сейчас вся наша промышленность, вся наша страна работает для того, чтобы мы сделали свое дело, мы победили, и чтобы вот это фашизм, нацизм, который вот черной чумой опять пошел вот на нас, чтобы это все мы прекратили, его больше не было никогда. А армия, фронт без тыла, мы ничего не смогли бы сделать, потому что вот это обеспечение, вооружение, боевая техника, боеприпасы, без этого, конечно же, это все большая заслуга тыла. Это огромное спасибо вот всем, кто как бы кует победу в тылу. То, что для нас, для всех это немаловажно. Мы делаем одно дело, только кто-то там за ленточкой, а наша страна здесь у себя дома. И победа у нас будет одна, общая на Общая всех. победа. Только так. Хорошо вам отдохнуть в отпуске, берегите себя. Спасибо. Ребятам привет передавайте. Спасибо обязательно. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. До свидания. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех, Кто приближает победу в тылу? с вами были Артур Галеев. И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.